Дорогие друзья, вот такую картину замечательную будем изготавливать сегодня. И знаете, из чего она? Из валеной шерсти. Это очень интересная техника, она очень древняя, но уже с современным таким налетом. И интерьерная картина из валеной шерсти, она может спокойно украсить ваш интерьер. Приготовить ее можно, ну, в общем, я даже не знаю, как сказать, свалять, нарисовать, скажем так, да, можно своими руками. И вы сегодня увидите, познакомитесь с этой интересной техникой. Ну, а покажет и расскажет нам все об этой технике педагог по технологии 39-й школы города Якутска Лариса Петровна Капитонова. Лариса Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся в самой большой школе, в самой крупной школе нашей республики. 39-я школа – это новая школа, современная, красивая, очень уютная. И кабинет по технологии просто здесь очень огромный, оборудован. В общем, абсолютно, мне кажется, дети, которые учатся здесь, они счастливы получать те знания, которые им дают сегодня вот в этой школе. И педагог по технологии. Да. Я здесь работаю в этом году. Ну, школа новая, мы пришли все новые учителя в школу. Вот. Все перезнакомились, все, да, в общем, в первый раз, в первый класс. Да, новые дети, новая так. Школа, новый коллектив. Вот работаем все. Нравится вам здесь? Очень нравится, да. Ну, конечно, здорово. Я бы сама с удовольствием, с огромным пошла бы снова в школу. И особенно вот сюда, в кабинет по технологии, где есть все. И машинки швейные, и кухонное оборудование, и, в общем, всевозможные какие-то там, не знаю, там, в общем, аппараты, препараты, с помощью чего можно вести свое домашнее хозяйство и научиться всему, всем хитростям и выйти потом в жизнь подготовленной домохозяйкой. Да. Сегодня я вам покажу, как можно сделать картину из шерсти. Да, очень Если красиво. художник использует в своей работе краски, моя палитра стоит из шерсти. Это моя палитра, в которой я, вот мне удобно вот раскладывать вот в таких вот картиночках по разным цветам. Органайзер. Да, органайзер. А скажите, вот эту вот шерсть, ее где нужно взять и где можно приобрести? Она продается во многих магазинах, вот, например, для рукоделия, да, разные цвета, разные виды шерсти продаются. Для творчества. Да, есть вот такая вот гребенная лента, это гребенная лента, а есть продается вот, спутанная, как кардачос называется. В общем, это не синтетика, это прям Нет, шерсть. это шерсть, шерсть. А если синтетика? А есть, да, вискозная, она вот, шерсть вискоза, вот, она вот такая блестящая немножко. Она немножко вообще Я структура очень другая люблю ею украшать картины, они вот такой приобретают. То есть, в принципе, тоже можно, тоже да, так же, использовать? да, использую. Ну и она, видимо, дешевле все-таки, да, чем шерсть? Ну, она также стоит, без разницы, да. И есть разные виды, конечно, работы с шерстью. Есть мокрое валяние, сухое валяние, и есть вот картины из шерсти, живопись. Но если, например, вот собака дома, собачью шерсть можно использовать? Ну, наверное, нет, и просто можно пряжу прясть и вязать, наверное. Но вот так вот использовать. Это же надо красить шерсть. Ну, в принципе, можно попробовать. Можно попробовать, почему нет, как эксперимент, да, было бы интересно. Так. А сегодня я вам покажу, как вот на простой рамке выполнить картину. Рамка должна быть со стеклом обязательно, потому что мы пробовали рамку с пластиком, но она вот крепко не держит. Поэтому все-таки пришли к выводу, что все-таки стекло лучше. Так, мы сначала снимаем. Она немножко тяжеленькая получается, но ничего. Да. Так. Если хороший гвоздь выдержит. Шерсть легкая очень, поэтому мы стекло и рама. Мы стекло пока отложим в сторону, чтобы оно нам не мешало, чтобы пятна там не так. И занимаемся работой. Обычно я использую вот такую вот простую, вот такие полотенца сейчас, да, они очень хорошо держат как основу, как белый лист бумаги, но у меня вот будет. Ее нужно просто приклеить. Ее нужно просто приклеить. Ее видно абсолютно не будет, да. Ее видно не будет, да. Потому что мы ее полностью закроем. Она из вискозы, да? Да, она из вискозы, просто такая синтетическая. Знаете, вот мы посуду же моем, Да. вот что-то, да, вот что-то такое. Это в общем, сухие такая полотенца. целая бобина можно приобрести и, в общем, картинами обеспечите
себя Да, вперед на подарить многие можно годы. кому-либо, да, Да, самим вот подарок. творчеством заняться. Есть люди, которые, ну, не любят рисовать, а вот это вот, ну, такое творчество, оно такое. Моментальный итог получают дети, детям нравится, когда Конечно. они сразу видят результат своей работы. Я вот всегда вот стараюсь вот с детьми вот новые виды творчества. Мне кажется, вы вот педагог, и вообще все учителя. Это, наверное, больше ученики вы, а не ваши потому что учащиеся. нам тоже же Что нужно... вам приходится постоянно Да, учиться. постоянно учиться, пробовать это все. Только когда на себе попробуешь, это же детям показываешь. Поэтому мы тоже учимся постоянно чему-то новому. Как-то все меняется, как-то хочется что-то новое, интересное. И вообще детей нужно как-то суметь заинтересовать. Да, чтобы заинтересовать, надо быть немножко на шажок впереди, да, от своих да. деток. И какие-то технологии в первую очередь вы осваиваете. Да, Вот педагог? таким образом я подготовила фон наш. И туда мы будем сейчас... Вот мы сделаем картину, которая называется «Лилии». Есть вот такая вот... Лилии? Да. Есть вот такая вот шерсть, такая спутанная, да? И вот таким вот образом я аккуратненько ее вот выкладываю. Знаете, мне что нравится в этой технологии, я поняла. Мне нравится, что можно картину поменять как-то. Да. Тут же без всякого ущерба, то есть не нужно будет там чем-то там замазывать, что-то испортить грунтовать. нельзя. Да, испортить невозможно. Испортить невозможно, всегда можно что-то добавить, поменять, убрать, что не нравится, посмотреть под стеклом еще раз, там приглядеться. Если что не нравится, поменять, там, да, в общем, в этом плане очень это удобно. И не так уж много шерсти уходит. Это буквально вот такими вот маленькими такими мазками, да, вот это вот такая это вот как одна, мазки. это вот называется пасма, да, пасма, вот так вот выкладываю, чтобы это было. Ой, мне эта технология очень-очень нравится. Это сухой такой, Да, это скажем, вот, да, картина изготовление, шерсти. да, Да, картины. сухой. Никакой воды здесь использовать Да, не нужно. не нужно. Прям валять шерсть не нужно. Да? Все делается на сухую. Так, вот таким вот образом я сделаю. Это вот. Так, давайте, знаете, как педагог поговорим, да? Вот что дает вот эта картина для ваших учеников, вот изготовление этой картины, чему она обучает? Да. Ну, развивает фантазию, да, такой вот рождается творческое начало у детей. Конечно, дети любят, когда сразу получить результат, вот увидеть результат, да, своей работы. И вот эта картина, вот такие вот именно работы вот, очень в этом плане хороши. Потом дети, конечно же, аккуратности учатся, все равно, да, цветоведению, там, колористике, да, и, конечно же, это приносит такое удовольствие, да, когда видишь работу такую, сделанную своими руками, которая будет очень яркой. В любом случае картина из шерсти всегда получается яркая, такая она такая сочная. теплая, такая какая-то совершенно, ну, домашняя, что ли, да? Да. Вот. А скажите, вот эти картины у вас изготавливают на ваших уроках девочки в основном или мальчики тоже? Девочки. Девочки, да. Ну, вот. Но мальчики же сейчас тоже как бы обучают технологии. Мальчики тоже, да. Теоретически. Почему мальчики могут и готовить, но у нас в нашей школе сохранено гендерное деление, а девочки мы отдельно, мальчики. Ну, то есть девочки все-таки действительно охранительницы, хранительницы очага, поэтому и все, что связано с очагом, это готовка еды, это шитье, да? По шитью тоже вы обучаете ребят? Шьют, учатся работать на швейных машинках, навыкам шитья учатся, да, всему этому моделированию. Я сейчас вообще очень завидую нашим деткам, потому что школы очень хорошо оборудованы в этом плане, наши городские. Но тем более новая школа. Вот, и технологии, действительно, урок труда – это вот урок творчества, да? Урок творчества, да, все-таки вот есть такой раздел у нас технологии обработки материалов, художественной обработки материалов. Ну, вот художественная обработка дерева, там, ткани, да, и вот именно вот этот раздел вот включает в себя и тему валяния. И
ну, все-таки вот сухое валяние, оно вот с иглами как-то немножко травмоопасно, поэтому вот выбрала такой вариант, чтобы... Но это, например, дети где-то вот среднее звено, да? Да, 6-й, 7-й класс, а 8-й класс могут, они очень хорошие, могут там делать картины, да, тоже. Дети могут, ага. У нас, Но мне кажется, у детей даже бывает очень много фантазии, да, и у них получается лучше. действительно как-то вот... Да, конечно, да. Я учу их, ну, подбирать цвета, чтобы это было... А вот шерсть, разным смотрите, методом. она вся примерно, ну, как бы одинакового такого по структуре, да? Да, Она да, такая одинаково. мягонькая. Одинаковая, ага. Одинаковая. И вот А что мы аккуратненькие. готовим? Вот? Мы делаем основу сейчас для натюрморта лилии. Лилии. Ага, мы сейчас основу сделаем. Это а потом получается, знаете, вот что-то... такая акварель, ну, вообще шерстяная акварель называют, вот, потому что это такая немножко прозрачность, легкость присутствует, да? Вот, Дымка да, такая дымка, ага, поэтому вот именно вот сейчас я вот основу положила, сейчас я все это как бы В общем, припылю что-то с импрессионизмом как-то цветом, да, немножко. связано, какими-то мазками. Да. И знаете, издалека это смотрится вообще просто невероятно, как будто картина выписана прямо такими легкими мазками, а потом, когда приглядишься, оказывается, это шерсть. Да. Ну, это просто вообще... В первый раз в жизни я вижу картины, Вот так которые вот изготовлены в такой Сделаем цветовой. такую общую основу, вот, припылим таким белым цветом. Ой, таким. очень красиво получается. Мелко-мелко вот так берем, потому что тут каждая вот ниточка будет видна, каждая ворсинка будет видна. Я вот сделаю так еще, чтобы немножко... Вот вы кладете, да, кстати, вы клали все в одну, как бы, ну, в одну сторону, скажем так, а можно ведь и можно в разные, да, стороны, оказывается. разные стороны можно И положить. получается эффект совсем другой. Да, совсем другой потом, эффект. в итоге. Можно, например, положить вот прямой, да, а можно вот так вот немножко таким облачком расположить, да, расположить, да. И затем мы обязательно проверяем, как это все будет выглядеть под стеклом. Такая вот обязательно я проверяю, чтобы не было там, ну, Со залысин стеклом там. аккуратно, потому что Под, можно стек... порезаться, да, если под дети стеклом вот занимаются. проверяю, да. Проверяю, и сейчас у меня здесь будет на этой основе мои цветочки. Мгм. А, Ну, несколько цветов, да? ну, 3 сделаем цветочка таких. Один не распустившийся, 2 таких распустившихся цветка сделаем. То есть у вас нет никакого шаблона, все берется из головы. Да, конечно, вот если Ну, какой-то конечно, рисунок да. видишь, то все равно вот ни одна картина не похожа на вот вторую. Даже если я, например, детям покажу одну картину, вот такую делаем, каждый сделает по-своему, все равно будет другая картина. Каждый. Скажите, а вы как пришли вот в эту профессию? Вы художник, да, по образованию? Нет, я учитель технологий. Ага. Я сразу после школы поступила в Намское художественно-графическое училище. Училась именно. У нас тогда не технология была, а домоводство. Вот учитель домоводства, черчения, изобразительного искусства. И вот уже работаю в школе больше 20 лет. Работала. Ну вот Намский колледж, он прям вот хорошая кузница. Очень, да, очень много творчества, очень много мастеров, именно, да, именно те, да. которые окончили когда-то в свое время Потом, вот это заведение да, учебное. и потом как-то вот все время в творчестве находиться, это очень хорошо, когда что-то новое всегда. Так вот я вот перемешиваю краски, чуть не сказала, шерсть, да, перемешиваю цвета, чтобы это было не одним вот таким цветом лежало, да? А они смотрелись, ну, как бы природно, Да, какое-то, вот что, ну, более натурально, да? Да, вот перемешивая, например, разные оттенки зеленого, вот Зелёного. как краску перемешивает художник, смешивает, да, вот на палитре, а я вот таким вот образом перемешиваю, получаю такой более насыщенный, богатый цвет, вот разные оттенки. Разные оттенки. Ага, и вот таким вот образом я Можно вот так вот. Это вы лепесточек, даете какую-то глубину цвета, формирую лепесточек, вот, да, вот могу, например, лишнее отрезать. В общем, из инструмента здесь только как ножницы. Ножницы, и когда у нас будут маленькие детали, я пинцетом буду поправлять, делать такие. Вот так. Вот так вот. У меня вот еще я лепесточки приблизительно Да? вот Уже подготовили. подготовила, чтобы много времени.
В общем, некоторые лепесточки, они такие насыщенного зеленого цвета, там больше один тон присутствует. Да, некоторые вот можно сделать желтизной, где вот цвет падает, например, да, солнечный цвет, где блики вот такие вот можно сделать, да. Ну, Скажите, а вот эта вот цвет. технология, она в Якутске у нас уже популярна, вот насколько Вот популярна? да, Первый ну, раз я вижу. я У нас же видела очень много да. выставок проходит. Вы наверняка их Да, видела, посещаете да. вот чисто из Да. профессионального интереса, да? Да, посещаю. Несколько дней назад у нас проходила ярмарка мастеров. Да, Ой, сколько у нас мастеров, это просто Вот, например, более диву такой. даешься. И здесь я, например, вот могу вот так вот показать, вот такой вот, Так, правильно, чтобы оно вот так да, то есть как листик вот изогнулся так-то такой, да? изогнулся Ага, немножечко. такой, да. Чтобы вот рисовать уже как чуть-чуть вот трешу, чтобы как-то вот так вот пусть будет. Вот так вот. Можно отойти издалека, Да, вот посмотреть, потому что обязательно, да. все великое Да, видится издалека. видится издалека. Да, То да, есть, да. И сейчас под стеклом, я тоже под стеклом посмотрю. Это Как красиво, как здорово. вот таким вот образом я расположу. Так, вот это вот сюда вот я сделаю. Так, вот здесь у нас залысина получилась. Вот здесь? Нет, вот тут вот. А, вот здесь, Ничего, да. да? Надо, может, Сейчас что-то под, добавить? под стеклом я. Это вот мы уже будем потом ножницами вот так вот прямо делать такие, закрывать пустоты шерстью уже. Мгм. Такими точечками. Примерно вот тут у меня будут цветочки. Как будто это перышки. Да. А вообще издалека, конечно, смотрится, как будто действительно вот листья. Да. Вот так вот пока получается. Примерно вот так вот Вот так получается. вот верну. Так, ага. Сейчас мы будем уже с вами делать цветы. Они у нас будут белые лилии. Я фон такой выбрала. Такой холодный такой, скажем. Вот. Ну, и у меня цветы будут из белой шерсти. Это гребенная лента. И я сейчас буду вот такие вот пасмочки тоже доставать. Я не буду... называется? Пастма, вот это вот пастма называется. Пасма – это вот кусочек. Да, вот этот вот, да, вот эта Лёгкий лента такая, да. И туда я тоже буду их формировать как лилии же, они такие длинные лепесточки у лилии. Вот тут такая особенность, у меня такая привычка рассматривать, как выглядят цветы, ну, живые цветы, как они, откуда они растут, как прикреплены листья, вот это вот такая вот у меня есть. И то есть у детей также вот они смотрят, Наблюдают, наблюдают за природой, да. как вообще выглядят Как, цветы да. в природе. Да. И потом можно любой цветок вот изготовить. Например, вот я положу листочек сюда, вторую достану. И вот эту я чуть-чуть сюда добавлю желтизны, чтобы у меня было не просто вот, не скучно, чтобы было, такой был такой цвет, как чуть-чуть. В общем, как в природе. Как в Потому что природе, да. чистого абсолютно Ага. цвета нет. Да, есть какие-то такие Вкрапления да, какие-то. крапления, вот то, что лишнее беру. И вот здесь вот так вот чуть-чуть прикреплю. Вот. 5, 6 еще. А как вы оценки ставите детям? Оценки? Ну, дети же разные. Есть дети, которые даже если очень стараются, ну, Все равно вы ставите пятерку, потому что да, у каждого да, ребенка индивидуально всё-таки, все равно, да, как-то То есть подхожу. свой стандарт, скажем так, Конечно, да, возможностей. да. То есть это вот особенность нашего сегодняшнего образования. Да, все равно индивидуальный И подход. знаете, это здорово, между прочим, на самом деле, потому что ребенок вырастает, в нем крепнет уверенность в своих Да. силах. И вот, например, вот такие вот работы, когда ребенок сразу получает результат, тоже дают чувство такого успеха, да, Удовлетворения, да, успеха. сразу вот ребенок получил, например, результат, вот он доволен тем, что он получил. Обычно дети всегда свои работы уносят домой. Конечно. Всегда показать, похвастаться, там, получить одобрение родителей. Даже если ребенок принес, например, со школы какую-то работу, ну, может быть, если я родителям говорю, да, если она такая, какими-то недостатками, все равно нужно ребенка похвалить, дать ему возможность
почувствовать себя да, вот что... мастером, что он постарался, сделал, да? Вот, вот И тем таким самым воспитывается, да, у ребенка? Да, желание дальше работать, да. да, и чтобы он не продолжал все равно как бы. И тут мы сделаем из черного цвета такую середину. Вот черный вот я вот положу. А вы его отдельно как-то Да, вот, заложили? и вообще Потому вот что он- отдельно цвета вот я, чтобы не смешивались, я вот отдельно вот так их храню. Вот черного тоненькие такие сделаю, Прожилины какие-то, прожилинки сделаю, да. И эти оранжевые тычинки, да, как они. Мне кажется, цветочки, да, изготавливать, особенно зимой, это просто огромное такое удовольствие. Да, это Зима очень у нас хорошо. длинная, и это как-то вот, знаете, нас окунает в весну, в лето, да? Да. Такие вот маленькие сделаю. Греет душу, вот. И вот такие вот яркие сделаю, чтобы такие, Ну, тычинки, да? знаете, да. Вот. Я их просто вот так А, вы просто их нарезаете. нарезаю, формочки им вот такие вот придам. Так. И как-то, чтобы это было более художественно, скажем так, я возьму немножко, чуть-чуть вот припылю таким цветом, как будто, ну вот, они же как пыль, вот, Да. ага, поэтому вот, чтобы вот это вот было там, одним цветом как-то, вот один цветок у нас готов. Более Почти что. насыщенный у Да. нас получится, да? Да. И тут сделаем второй, а тут сделаем такой не раскрывшийся бутончик, Очень сделаем, да? красиво. Так, сейчас, если В посмотреть, общем, вот это мы вот сейчас сваляли сухим методом не центральный это. цветок. Мы сделали нашей центральный композиции. цветок, да. Сейчас мы сделаем. В общем, нужно сначала как-то прицелиться, да? Да, определить запланировать, вот что у вас там в голове. То есть в центре у вас что-то, допустим, с краешку что-то, передний план, Да, вот сейчас. задний план. В общем, все как... Вот так вот цветок тут будет у нас. Вот лилии вот у нас, пусть будет немножко художественный такой образ. Я чуть-чуть удлиню им форму, чтобы было понятно, что это такой цветок. Что это цветочек, лепесточек, Да, да? лепесточек, вот, чтобы это было, ну так вот, пусть это будет даже вот так. Немножко стилизацию дадим какую-то. Немножко добавим больше желтизны. Вот эту желтизну я еще изнутри хочу, чтобы она была да, прямо Побольше. побольше, ага, чтобы поярче была. Так сделаю. И последний лепесточек у меня. Потом мы все это прикроем лепесточком таким. В общем, самое простое это все-таки цветы, наверное, да, какой-то пейзаж. такой. Иногда дети делают животных, там, самое такое, совсем для малышей. Животных можно делать, да. Пейзажи можно делать. У меня вот тут есть, например, такой вот зимний пейзаж. Ой, какая красота, какая, посмотрите, как уютно, так и хочется попасть в этот домик, к печечке, Это вот. таким вот зимним вечерком. Сейчас мы сделаем один лепесток, такой не раскрывшийся. Я не буду два делать как-то. Вот давайте будем немножко эти, Смешать. да, Зелёный. смешаю, да. И причем зеленый, вот вы сейчас, как бы палитра, скажем, у нас будет такая Да. немножко смазанная, да? Да, такая Ну, вот, как будто вот она смешанная. будет цветок, это не раскрывшийся, он на заднем плане. Мы не будем его прямо вот четко вот так вот прямо показывать, да. Он будет у нас, например, вот где-то вот здесь вот я хочу, чтобы он был, например, да. Вот как будто не раскрывшийся там бутон пока вот он там. Вот так вот будет. И прикроем, посмотрим, что у нас. Тут на зелени добавить, я смотрю. Травку нужно. Ага, вот тут вот листы надо добавить. Ну вот такой вот диагональный такой я сделала. Рисунок такой, в общем, диагональ держит.
Можно, конечно, по-разному. Тут каждый волен делать по-разному. Тут вот как захочешь, какие цвета использовать. Вот То есть вообще работа вот, ну, на самом деле, На самом действительно деле. прям вот индивидуальная, Индивидуальная, да. То есть ни одной похожей картины, даже если вы там все покажете шаблон, вот Да. делаем вот именно листочек Ни одной такой, картины завиточек такой, добавляем в палитру, смешиваем вот такие как, вот цвета. да, Всё как равно будет смешать, по-разному всё. какой цвет взять, как расположить, а на шерсть по-разному же будет ложиться. И вот это все дает индивидуальную такую вот окраску любой работе, которую вы делаете. Поэтому можно смело, это очень просто, особой такой подготовки оно не требует, да, но все равно вот как-то вот, все равно дает такое творческое такое удовлетворение, скажем так. Очень быстро, если захотите там подарок кому-то сделать, да, вот буквально вот тут зелень. Вы знаете, это, действительно это будет такой памятный, такой хороший, достойный подарок, который, мне Например, кажется, понравится абсолютно истинно, любому да. человеку. Вот примерно вот так у нас получилось. А сейчас я люблю вот одним цветом чуть-чуть все как-то вот украсить, да? И Припылить, скажем припылить так, да? таким, да? Какой же цвет это у вас будет? Я вот хочу, финальный? чтобы все-таки чуть-чуть желтенько вот припылить, да? И у меня для этого есть вискоза такая желтая, вот, например, да? Я возьму буквально вот Вот шерсть и вискоза. Ну, в общем, бывает шерсть, вот прям шерсть и вискоза. и вискоза, да? И вот чуть-чуть таким облачком. Ой-ой-ой. И вот так вот хочу. Это все будет очень хорошо видно. Да, и Потому смотрится что будет под очень стеклом красиво. оно будет все равно, оно будет обязательно виднеться вот так. Хорошо вот. смотреться. Да, очень хорошо будет смотреться. Будет желтый цвет такой вот, чтобы он немножко вот Ой, как красиво как общий получилось. получился, да? Вот у нас мы сейчас обрежем наши, чтобы оно не выглядывало из-за рамки. Аккуратненько. Лишнее. Вообще Стекло действительно очень крепко держит. крепко Оно держит, тяжеленькое. да. И меняет немножко рисунок. Чуть-чуть все-таки придавливает. А вот Но все равно, тем не менее, за счет того, что вы смешали, скажем так, разные цвета, у нас рисунок получается очень объемным. Да. Например. Это у вас изготовление таких картин, оно в рамках программы или это в рамках как бы- программы есть в 8 классе такая, ну, есть раздел «Художественная обработка материалов». Это, например, вышивка, вязание, валяние, вот, ну, творчество. И вот в рамках этой программы у нас вот Ой, получилась боже такая мой, работа. как красиво. Посмотрите, дорогие друзья. И это вот, знаете, вот в рамках нашей программы можно изготовить. Так что, дорогие друзья, не надо ничего бояться, надо вдохновиться, настроить себя на такой художественный лад и изготовить своими руками такую Не картину. бояться, да, главное. Ну что, Всё будем равно. пробовать?